не жалеет он конфеты, раздает своим друзьям. Кто примерный и друг верный, тот получит шоколад. А ленивым, нехорошим не достанется никак. Ой, чем это так пахнет? Ой, так вкусно! Эх ты, Сиколдак, это же конфетами пахнет! Конфетами! О, конфетами? Да. Откуда? Из дома Филина. У него знаешь, сколько конфет? Целая гора! Эх, когда я вырасту, знаешь, что сделаю? Нет, куплю целый мешок конфет. Ага. Нет, 2 мешка. Ух ты! И буду есть. Подожди. Ты мне оставь. Ах, как бы нам попробовать эти конфеты, а? А давай попросим. Фу, не даст! Он же жадина! А если по-хорошему попросить, а? Так что мы тогда стоим? Не знаю. Идем скорей, попросим. Ну, конечно. Какой аромат! Да. Ах, зачем конфетный запах, вкусный и сладостный, душу травит и дурманит, ароматом полон лес. Вот я вырасту большим, магазин открою и различные конфеты буду есть лопатою. Вот я вырасту большим, магазин открою и различные конфеты буду есть лопатою. Сиколдак, гляди! Что? Кажется, дядюшка Филин. Да. Птицы, отходите ближе. Будьте трудолюбивы. Только таким я раздаю разные сладости. Сиколдак, гляди! Все Возьмите раздают! конфеты, шоколады. Вот еще возьмите, вот еще. Спасибо, дядюшка! Здравствуйте, дядюшка Филин! Здравствуйте! Здравствуйте, сороки белобоки. В чем дело? Дайте нам конфет! Конфеты? А за что? Всех же угощаете! Но они же заслужили это добрыми делами. А вы что сделали? Ничего не делали! Ничего! А может, вы лес спасли от вредителей? Нет! Может, вы выгнали из леса плохих мальчишек, которые разоривших гнезда? Нет, дядюшка Филин, нет! Не выгоняли! Нет! А может, вы не лжете и говорите только правду? Дядюшка Филин, мы иногда только врем. Врут! Ну, тогда конфеты я вам не дам. Как? Ну, дядюшка Филин! Я Жадина! все сказал. Жадина! У него целых 2 мешка конфет. Дал бы нам хотя бы 2 конфетки. Не обеднел бы. А вот ты почему призналась, что врем? Ну, мы ведь врем.
встает, день настает, радость приходит к нам в лес. Радуюсь я, мои друзья, потому что на свете вы есть. Жить тяжело очень на свете, жить без близких друзей. Не представляю даже я, как бы здесь жил я без вас. Давайте жить на свете, друзья, жить помогая друг другу. Тогда не останется, верю я, недобрых дел возле нас. Молодец! Какой талант! Вот эта песня! С утра настроения не было. После твоей песни как радостно стало на душе. Спасибо тебе, Соловушка. Ой. Подходи ко мне. Да, я тебя угощу конфетами. Держи, пожалуйста. Вижу я. Ой, спасибо, спасибо, дядюшка Филин. Спасибо. Молодец, молодец, Соловушка. Дядюшка Филин, а почему вы Соловью дали конфет? Да, он же ничего хорошего не сделал. Ничего. Ну, Соловей – это талант, умение красиво петь. Это добрейшее из добрых дел. Вот Талант! Талант! Тоже мне поет. Так и я умею петь. Неужели? Правда? Да. Ну тогда ты спой. Дядюшка Филин услышит тебя и даст нам много конфет. Конфет? Да. Сейчас. Так, какую же песню вам представить? Любимую. А у меня нет такой. Ну тогда какую знаешь? А я не знаю никакой. Что? Откуда же ты знаешь, что ты хорошо поешь? Откуда? Вот оттуда. Я это чувствую. Ты что? Дайте мне какую-нибудь тему. Тему давай, тему. Сейчас. Слушай. Обожаю шоколад. Шоколад? Обожаю мармелад. Мармелад. Конфеты и шоколад. Вот это самый смак. Пойдем. То, что надо. Пой, душа моя, ты пой, чтобы лес качал листвой. Мои мысли, мои песни, чтоб услышал всяк живой. Обожаю шоколад, обожаю мармелад. Конфет, шоколад, вот еда, самый смак. Да, Баунти, Сникерс, Марс, я хотел бы скушать вас. Чупа-чупс. Ну как? Шаги. Ты где? Ой. Шаги. Ой. Ты где? Шагылдак. Ой. Ой. Шагылдак. Оба-на! А что мы тут лежим? Что? Чего лежишь? Тебя слушаю. Ой, ушки мои. Надо было рядом. Рядом, понимаешь ли, душевно. Ой. Да, я так душевно пою. Конечно. Вот так и надо петь. А то соловей пи-пи-пи, пи-пи-пи. Комариный писк. Идем. Да. К Филину. Да что ты? Филину. Я, кажется, оглохла. А такого петь он умеет. Ничего ты не умеешь.
опять вы. Говорил же я вам, кто не делает добрых дел, тому нет конфет. Вы обещали талантливым. Да, талантливым даю, а у вас его нет? Есть! Я сейчас вам спою. Очень хорошо. Я люблю песни слушать. В лесу поет только соловей, а сейчас вас будет двое. Я буду слушать вас по очереди. Начинай. Пой, душа моя, ты пой, чтобы лес качал листвой. Мои мысли, мои песни, чтоб услышал всяк живой. Обожаю шоколад, обожаю мармелад, конфет, шоколад, вот еда, самый смак. Да, Баунти, Сникерс, Марс, я хотел бы скушать вас. Чупа-чупс. Хватит! Хватит! О, Боже! Остановился! Да, Кто тебя научил? петь? Нет, кричать ослом. Исчезни из глаз моих, бездарный. Я прошу петь, а он гудит, как паровоз. Верно сказал дядюшка Пи, верно, верно. Верно сказал. А почему? Почему он не дал конфет? А потому что ты не пел. Вот так. Я же так классно! Конфет, шоколад! Ай, стой! Это же не песня. А что? Дядюшка Пелин сказал ведь. Крик осла! Ой, не могу. А что? Ой. Соловей поет лучше меня? Понимаешь, разница между вами как между небом и землей. Вот так вот. А что мне делать? Ну что же мне делать? Не знаю. Скрипка. Да, у Соловья есть скрипка. У него есть скрипка. Как бы нам даст? Ха! Украдем! Что? Своруем! Сказал. Секундак, ты забыл закон леса. Воровать ведь нельзя. Накажут. Ну и что? Соловью только каждый день конфетки, шоколадки. И я хочу. У соловья конфеты, потому что он талант. Талант? Да. Если он талант, то пусть поет без скрипки. Он без скрипки петь не умеет. Значит, не талант. Пошли. Не пойдешь? Нет. Тогда, когда я получу конфетки, тебе не дам, понял? И не проси. И не попрошу. Вот. Никогда не унывай, оставайся смелым всегда. Если же скрипка нужна, так иди и забирай. Скрипка, скрипка, ты мелодия души. Скрипка, скрипка, ты по жизни нас веди. Скрипка, скрипка, ты душа мелодии. Тебя мы найдем, конфеты возьмем, с песней по жизни пойдем.
случится с ними дальше, нужно всем нам подождать. Что случится с ними дальше, нужно всем нам подождать. Нужно всем нам подождать. Скрипка! Где моя скрипка? Где моя скрипка? Где моя скрипка? Где моя скрипка? Нету моей скрипки! Соловей, что случилось? Почему плачешь? Скрипка! Скрипка пропала! Как пропала? Пропала! Взлетела на дерево, хотела посмотреть на солнышко. Вернулась! Скрипки нету! Нету скрипки! Что же делать? Нету? Ну что же делать? Украли. Да? Украли! У нас в лесу никто никогда не воровал. Не воровал никто! Законы нашего леса строги. Строги, понимаешь? Воровать нельзя. Нельзя воровать! Но если кто нарушил, если кто украл, всем на поиски вора. Правильно! Правильно, правильно! Найти его! Наказать его! Здесь я! Сиколдак! Ты украл скрипку! Не украл, а взял. Без спросу брать значит воровать. Верни! Ну и что? Теперь и на нашей улице праздник. Будем играть и есть конфетки, шоколад.
ансамбль? Где ансамбль? Да мы здесь! Хоть вы спойте что-нибудь. Совсем тяжко стало. Споем! Хватит! Хватит! Остановитесь! Соловушка, помоги им. У них ничего не выходит. Что? Дядюшка Филипп, я не могу петь без скрипки. Я не умею петь без скрипки. Чего стоите? Ищите скрипку. Во что бы ты ни стала найти скрипку? Найдите мою скрипку. Кто найдет скрипку, тому мешок конфет и шоколада. Все слышали? Все слышали? Сиколдак, ты где? Сиколдак, ты слышал? Нашедшему скрипку. Ой, мешок конфет и шоколада, ты слышал? Ну и что? Ну, мы нашли, мы. О, мы же ее не нашли. Я ее украл. Ой, а кто знает, что ты украл? Возьмем и отнесем. И нам, И тогда нам. мешок конфет. Да, да, ура! Стой! А где мы ее нашли? А мы скажем, мы летели над лесом, глядим, под деревом скрипка. Мы ее взяли и принесли. Взяли и принесли? Да! Ура! Стой! А кто ее бросил? Мы Но мы же ее не бросали. не бросали, так бросим. Обожаю шоколад, я обожаю мармелад, конфет, шоколад, вот еда, самый смак, да. Баунти, Сникерс, Марс, я хотел бы скушать вас, Чупа-чупс.
Нашла скрипка. Моя скрипка. Молодцы. Отлично. Молодцы! Вы, оказывается, зоркие птицы. Очень. Мое слово — закон. Вот вам конфеты и шоколады. Ах, зачем конфетный запах, вкусный и сладостный, душу травит и дурманит, ароматом полон лес. Вот я вырасту большим, магазин открою и различные конфеты буду есть с лопатою. Вот я вырасту большим, магазин открою и различные конфеты буду есть с лопатою. Спасибо. Спасибо, дядюшка Филипп. Молодцы. Спасибо, дядя. Сыкулак, а почему ты не ешь? Почему? Не знаю. Не знаю. А где же вы нашли скрипку? Сыкулак, я у тебя спрашиваю. Да, где? Не знаю. Дядюшка Филипп, Это он от радости свой язык проглотил. Понимаете, мы летели над лесом. Под деревом увидели скрипку. Мы ее взяли и вам принесли вот так вот. Хорошо. Молодцы. Вы же радость вернули лесу. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Соловушка, спой нам, пожалуйста. Ага. Сейчас. Только что было нам тяжело, темным казался нам лес. Трудное время, если придет, нам помогут друзья. Песня вернулась к нам в лес, Сикулдак молодец. Радость вернулась к нам в лес, Шакулдак молодец. Песня вернулась к нам в лес, Сикулдак молодец. Радость вернулась к нам в лес, Шакулдак молодец. Спасибо тебе, Соловушка. Спасибо. Спасибо. Интересно, кто же украл скрипку, а? Так, как ты думаешь? Не знаю. Погоди, почему ты такой грустный? Не знаю. Не рад, что скрипка нашлась? Не знаю. Ну что это такое? Не знаю, что ты заладила. Нет. Дядюшка Филипп, возьмите ваши конфеты обратно. Сикулдак, чему? В чем дело? У меня нет прав на эти конфеты. Почему? Чего? Это я украла скрипку. Ой! Ужас! Ты? Зачем это сделал? Хотел спеть как соловей и получить от вас конфет. Шоколадку. Простите меня, пожалуйста.
помогала воровать. Ой, нет, я знала, что он украл. Простите меня, пожалуйста. Вот тебе на. Воровство — это тяжкое преступление. За это они должны быть наказаны. Но ведь они в воровстве признались сами. Сами признались. Это уже очень хорошо. Ведь они раскаялись. То больше не будут воровать, а? Дедушка Вилли, никогда больше не будем. Да, нет, не будем. Никогда не воруйте. Будьте справедливыми и смелыми. Правильно, дядюшка. Признал свою ошибку и стало так легко. Да, честным быть приятно. Ты не ври и не воруй, если даже трудно. И тогда на свете жить станет всем приятно. Лишь когда ты справедлив, радость к нам вернется. И не стыдно посмотреть в глаза каждой птице. Поднимаясь выше к счастью, каждый свой находит путь. И потом ты понимаешь самый верный трудный путь. В этой жизни с каждой птицей может все случиться. Главное быть справедливым и не заблудиться. В этой жизни с каждой птицей может все случиться. Главное быть справедливым